Добрый дзень, паважаныя мае гледачы. З вами я, Вячэрняя Астра, і гэта працягванне праходжання гульні на нашай мове The Stanley Parable, або, як яшчэ яе інакш называюць, аповесць пра Стэнлі. Так, і ў гэты раз я паспрабую выканаць некалькі фіналаў. Так, але на гэты раз ужо з маім голосом. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Так, я... Все будто сквозь землю провалились. Вокруг не было ни души. Я ж не Стэнлі, таму я не збіраюся праходзіць пакуль па фундаментальнаму фіналу ці іншых фіналах. Ну, фундаментальны фінал я ўжо прайшоў, так што да, адчыняем сакрэтны фінал. Так, паходзім па столе, па клавіатуры, па манітору, па ЭВМ. Так. І як быццам бы мы павінны упасці і памярэць, выпаўшы з акенца. Але нет. На самой справе мы выжывем. Сперва Стэнли подумал, что он выпал из карты, но, услышав рассказчика, он понял, что все это тоже было частью игры. Он мысленно похвалил разработчиков за создание такой разветвленной сюжетной линии и широкое использование повествовательных троп. Ну и теперь, когда вы здесь, что вы думаете? Уникальное ли это место? Почему бы нам с вами не прогуляться здесь с минуточку, чтобы насладиться им? Я все. Ну а вы не устали еще от этих шуток? Так, ці устаў я ад гэтых жартаў? Ну, па праўдзе кажучы... Да, нет. Нет. Да. Да, я думаю, что да. Ну, как бы повежливее выразиться. Вы вообще-то можете спокойно из игры выйти... Ну или перезагрузиться. Да, хоть прямо сейчас, например. Чего медлить? Нет. И сейчас тоже можете. В игре огромное количество таких точек для перезапуска. Похоже, в вас разгорается внутренний конфликт из-за духа противоречия. Вы теперь не перезапустите игру и не остановите ее. Это то неловкое чувство, когда ситуация становится еще более неловкой. Мабуть. Не сбавляем темп неловкости. Стэнли был человек молодой, хоть все думали, что он пожилой. Но истина в том, что он был бодрячком, просто немного странным. Человек по имени Стэнли, его кто-то считал проблемным. Ну а истина в том, что он был молодцом, ну просто немного странным. Его возбуждали кнопки, он кликал по ним, как по ноткам, весь день напролет, пока все не нажмет, то к жене не уйдет домой. Да-да-да-да. То к жене не уйдет домой. И мозг его был поврежден. В комнате отдыха любил бывать он. Бывало, зайдет и стоит, раскрыв рот, пока не погасит свет. Да, мозг его был поврежден.
В комнате отдыха любил бывать он. Бывало, зайдет, постоит и уйдет. И больше его не видели. Вот так он попал в нашу сказку. Живет в ней он, как по указке. Заходите к нему, поиграйте в игру, и вы тоже станете странным. Да-да-да-да-да-да, и вы тоже станете странным. Ну вось, так скончваецца адзін з сакрэтных фіналаў, дзе Стэнлі выходзіць, або, як можна сказаць, яшчэ выпрыгвае з акенца. Далейшага шляха, ў прынцыпе, нет. Нет, ёсць, але толькі адзін. Гэта перазапуск. Таму давайце зробім гэты шлях. Так, мы працягваем далей праходзіць гэтую цудоўную гульню пад назваю The Stanley Parable, або інакш, як я яшчэ называюць, аповесць пра Стэнлі. Так. Давайте ў гэты раз пройдзем той фінал, дзе Стэнлі знаёміцца як быццам бы ізноў, ну, не знаёміцца, а на самой справе прыходзіць да сваёй жонкі. Але на самой справе нас дыхтар трошачкі адманіць. Стэнли начал забывать, каким был его офис, на что он был похож. Стоял ли там компьютер, висела ли на стене картина или, может быть, фотография. Он не мог вспомнить. Бывае. Все будто сквозь землю провалились. Вокруг не было ни души. Так, ідзем далей. Але толькі трэба выключыць усе ЭВМ. Мяне трошачкі найроз, таму я не магу не выключаць. Так. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Калі б я быў Стэнлі, я б, мабыць, і пайшоў па леваму шляху, але... Я ж аж не Стэнлі. Таму пойдзем па праваму шляху і праз правыя дзверы. Да, давайте пойдем праз правые зверы. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Ах, як я люблю гэты пакой для адпачынка. Ён мяне так узбуждае. Ах, да. Ну вы зразумелі, аб чым я. Ах, какая изумительная комната! Как же безумно она хороша, эта комната, к счастью. Стэнли сделал небольшой крюк по дороге в переговорную. Отказать себе в удовольствии и не полюбоваться восхитительной комнатой отдыха было бы и непростительным безумством. Да, тут было на что посмотреть в этой комнате. Она определенно привлекала внимание.
И несмотря на то, что все твои коллеги вдруг разом исчезли самым загадочным образом, давай, Стэнли, давай, еще побудем тут, полюбуемся картинами, этими креслами, это куда важнее. Одержимость Стэнли этой комнатой немного отдавала безумством и начинала довольно сильно пугать окружающих. Кстати, может быть, поэтому они все исчезли? Мабуть. Стэнли стоял и ждал новых сообщений от игры, но шло время, и сообщения не появлялись. Стэнли решил, что это знак. Ах, мабыць, гэта праўда. Гэта знак. Так, таму пойдемте далей. Наконец Стэнли сполна насладился этой комнатой и зашел в первую же дверь по левой стороне коридора. Нет, сёння нам не ў левыя дзверы. Шляхі. Не-а. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его терпели на работе столько лет. Сам не ведаю, як яго цярпелі. Так, тут нейкія чарцяжы, штангер-цыркулі, планы. Типичный заводский отдел. Так, что тут у нас есть? Так, увага. Не прыгайце з карга-ліфта падчас ягонага руха. Інакш будзе смерць. І тут нейкія ўзнагароды за прыжкі, $1000 і $5000. Ну, гэта, мабыць, пра тых нямногіх людзей, якія б гатовыя былі б папрыгаць на рухаючыся каргаліфт. Добрая абарона працоўных людзей. Стэнли, послушай меня, мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе, совсем нет. Я понимаю, что сложно бывает кому-то довериться, но ведь ты согласишься с тем, что история все время была именно про тебя? Ты кем-то все время пренебрегаешь? Ты забыл о ком-то, Стэнли. Ты можешь хотя бы не каждое решение сам принимать? Я ведь не за себя прошу, а за нее. І вось дыхтар нам сказаў пра нейкую яе. Вот оно, Стэн. Шанс реабилитировать себя. Отлепись ты от своей работы. Пусти ее снова в свою жизнь. Она ждет тебя. Калі б гэта была б яна на самой справе, гэта б не была такая прыгожая гульня. Так. Няўжо яна там? Давайте проверим гэта. Это она, Стэн. Ты должен это сделать. Поговори с ней. Если ты правда ей доверяешь как самому себе, возьми трубку. Стэнли, это ты? Я быстро-быстро! Милый, подожди секундочку, сейчас только хлебцы из духовки достану. Вот они, румяные какие. Что же ты стоишь там? Скорее заходи. Рассказывай, как продал? Я поймал тебя! Стэн, ты правда подумал, что у тебя есть любящая жена?
Да кто вообще может согласиться жить с тобой? Я хочу кое-что прояснить. Я хочу, чтобы ты кое-что увидел, Стэнли. Давай, давай, проходи. Я все тебе расскажу. Мабыць, і туды можна схадзіць, але я не хочу трошечки парушыць гэтую дадзеную сюжэтную лінію, таму у тую частку пакоя, будынка гэтага мы зайдзем трошечки пазней. А пакуль давайце ісці па вось гэтай сюжэтнай лініі, якую нам кажа пра якую нам кажа дыхтар. Так. Это крайне печальная история смерти человека по имени Стэнли. Добрай раніцы, працоўны чалавек нумар 427. Націскніце адзінку на клавіатуры. Это довольно скучный парень. У него есть работа, на которой ничего не нужно делать. И каждая кнопка, которую он нажимает, это еще одно напоминание о бессмысленности существования Стэнли. Калі ласка, націскніце клавішу І, мабыць, лацінскую. Ну, посмотри на него. Кнопки свои нажимает. В точности делает то, что ему сказано делать. Вот, опять нажал на кнопочку. Теперь обедает. А потом вот домой идет. И снова на работу из дома. Может быть, кто-то его пожалеет. Но ведь он сам выбрал такую жизнь. Мой жах, што гэта такое? Магія? Калі ласка, націскніце клавішу Z. Но в голове его разворачивались фантастические приключения. Сидя за своим столом, Стэнли мечтал о невероятных экспедициях в неизведанное, об удивительных открытиях новых земель. Это было прекрасно. И каждый его день на работе был напоминанием о том, что ничего подобного не случится. Ну, па сутнасці, гэта не зусім так. Ён жа ж мог калі-небудзь пайсці і пачаць вандраваць. Хаця я нават і не ведаю, па праўдзе кажучы, гледзячы, якім быў бы Стэнлі. Так, калі ласка, націскніце клавішу Z для таго, каб паглядзець тэлебачанне. Штосьці я не уверены ў тым, што мы зможам паглядзець тэлебачанне. Еще он фантазировал о своей работе. Вот как-то раз, например, Стэнли представил, что однажды, встав из-за стола, он обнаружит, что все коллеги и его босс, абсолютно все в здании, внезапно исчезли с лица земли. Эта мысль взволновала его невероятно. Калі ласка, націскніце клавішу Е для таго, каб пагуляць са сваімі сынамі. Маловероятно. Он представил, как вошел в холл с 2 дверьми, и потом представил, что мог выбрать любую дверь. Да, наконец Стэнли мог выбрать. И было совсем не важно, что там за дверьми. Сама мысль о том, что можно было принять решение самому, казалась чудовищно невероятной. Ну, выбор гэта даволі складаная штука. Так, калі ласка, націскніце клавішу 8 для таго, каб зрабіць сябе вужын. Добра. И он бродил по своему выдуманному миру, наполняя его множеством путей с конечными целями. В конце одного пути у него была огромная круглая комната с мониторами и ручками управления разумом. В конце другого пути была желтая линия, которая протянулась в множество сторон. А еще была игра с ребенком. И все это он назвал
притчей о Стэнли. Калі ласка, націсніце клавішу С для таго, каб паказаць дзецюкам ці расказаць дзецюкам казку. Гэта значыцца, што нашая гульня гэта толькі думка самого Стэнли. Это было такой прекрасной фантазией, что Стэнли проживал ее снова и снова в своем уме, снова и снова, отчаянно желая, чтобы она никогда не закончилась, ведь только в этой фантазии он был свободен. Разумеется, в конце одной из дорожек был ответ. Как же ему там не быть? Нужно было только сыграть еще разок. Калі ласка, націсніце G для таго, каб паказаць сваёй жонке, што вы яе любіце. Но ответа не было. Да и вообще, как бы он мог быть? В реальности ничего не менялось. Стэнли только и делал, что нажимал на одни и те же кнопки. И чем дольше он этим занимался, тем более погружался в это, и со временем он стал путать реальность с выдумкой. Калі ласка, націскніце клавішу Z для таго, каб пайсці спаць. Я пытаюсь вам сказать, что в этом мире Стэнли лишь наблюдатель, и никто больше. Оставаясь здесь, он убивает себя. Но он ведь меня не послушает и никогда не остановится. Вот, смотрите. Стэнли, в следующий раз, когда ты увидишь приказ нажать на кнопку, не делай этого. Ну і зноў хочацца нагадаць аб тым, што я же ж не Стэнли. Вы видите? Он меня просто не слушает. На каком еще языке мне сказать ему, что каждая секунда, проведенная здесь, просто убивает его? Как я могу донести это до него? Как мне заставить Стэнли взглянуть на себя со стороны? Калі ласка, націскніце клавішу 0 для таго, каб не задаваць пытанняў. Видимо, все же никак. Мой способ не сработает. Но и не я эти правила составлял. Я просто отыгрываю свою роль, точно так же, как и Стэнли. Не такие уж мы и разные, правда? Я все же должен еще раз постараться все это ему передать. Я просто вынужден, я обязан. Может быть, сейчас получится. Может быть, сейчас. Калі ласка, памрыце.